Не додумывай слишком много. Так ты создаешь проблемы, которых изначально не было. Фридрих Ницше. В Кыргызстане за сутки выявили 668 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. По ее данным, в Бишкеке выявлено 118 случаев, в Аше – 80, Орской области – 50, в Чуйской – 82, в Джалалабадской – 115, Иссыкульской – 157, Нарынской – 15, в Таласской области – 24 и в Баткенской – 27. Всего за весь период зарегистрировали 34 512 случаев COVID-19. Из них вылечились 23 343 человека. За сутки скончались 18 человек с коронавирусной инфекцией с учетом внебольничной пневмонии. А с начала эпидемии в республике скончались 1347 человек. Вылечиться от коронавируса недостаточно. Необходимо следить за своим образом жизни, дабы не возникло осложнений, рассказала директор Республиканского центра укрепления здоровья Нурила Алтымышева. По ее словам, для полного восстановления здоровья необходимо сбалансированное питание. Кроме того, Алтымышева сообщила, что важную роль при восстановлении играет физическая активность. В первые дни рекомендуется начать с ходьбы на небольшое расстояние и постепенно увеличивать. Очень важно это полноценное, сбалансированное питание, которое способствует скорейшему выздоровлению и восстановлению организма после заболевания. Это мы рекомендуем каждый день выпивать побольше жидкости, лучше с добавлением лимона. Очень полезные компоты, морс, чай с лимоном, отвары шиповника и так далее. Обязательно нужно включать в рацион кисломолочные напитки, айран, кефир, который способствует нормализации состояния кишечной флоры. Рекомендуется употреблять нежирное мясо, говядину, курицу, индейки и другие. При этом мясо рекомендуется не стоит жарить, а лучше варить супы и бульоны. Несмотря на спад количества заболевших коронавирусной инфекцией, в стране продолжаются работы по строительству социальных объектов, особенно предназначенных для борьбы с коронавирусной инфекцией. Для своевременной выдачи в эксплуатацию соцобъектов премьер-министр дал ряд поручений ответственным за ветпроект ведомствам. Строительные работы в рамках мер по борьбе с COVID-19 ведутся на 9 объектах. Это строительство 2 больниц в городах Бишкек и Ош, а также перепрофилирование 7 помещений во всех областях республики. Я хочу подчеркнуть, что все строительные работы должны быть завершены в установленные сроки в течение 1 месяца. Я ставлю перед ответственными ведомствами строгие требования к качеству и срокам. Кроме того, Министерству финансов необходимо обеспечить соответствующее финансирование для приобретения медоборудования. Безусловно, все эти работы ведутся для того, чтобы быть наготове в случае наступления второй волны COVID-19. Однако во Всемирной организации здравоохранения считают, что миру предстоит иметь дело лишь с одной волной вируса, для которой характерны как ускорение, так и замедление распространения инфекции. Однако в ВОЗ отметили, что остановить передачу вируса можно, соблюдая всем известные простые меры, главная из которых – физическая дистанция. Мерим Кубанычбек, Казыбек Туркалыков, Новости Ошпере. В связи с тем, что коронавирусная инфекция имеет специфику мутировать, то и алгоритм лечения необходимо непрерывно пересматривать. Кыргызстан до сегодняшнего дня сменил уже 3 версии клинического протокола по лечению COVID-19, последний из которых был разработан кыргызстанскими специалистами. Однако на 4-й версии протокола Министерство здравоохранения будет работать совместно с российскими медиками, заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова также сообщила, что надбавки медицинским работникам за работу в очагах были пересмотрены и увеличены. С ее слов, сегодня в Министерстве здравоохранения разрабатывается алгоритм поддержки и реабилитации медицинского персонала, среди которых будет выделена категория, которая будет проходить реабилитацию на Иссыкуле. Определен пансионат. Что касается информации о том, что медиков отправляют в отпуск без содержания, не соответствует действительности. На удаленный режим работы вышли только
те медики, которые находятся в зоне риска, но за ними также сохраняется заработная плата. Так были увеличены размеры выплат медикам, работающим в очагах, стационарах и фельдшерам скорой помощи. Если ранее сумма выплат медикам, работающим в очагах, составляла 47 100 сомов, то сегодня сумма возросла до 72 тысяч. Кроме этого, в данную группу включили патологоанатомов. Сумма их выплат за месяц работы составит порядка 78 тысяч сомов. С момента введения чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в Кыргызстане многие жители остались без средств к существованию. Поэтому главной задачей Министерства труда и социального развития страны было обеспечить социально уязвимые слои населения всем необходимым. Согласно данным ведомства, кыргызстанцам была оказана помощь по 3 направлениям. Это гуманитарное и финансовое обеспечение, гарантированные социальные выплаты, а также организация дополнительной помощи. Все социальные выплаты по линии министерства были профинансированы и выплачены своевременно и в полном объеме. В среднем число получателей составило более 560 тысяч человек. По республике для нуждающихся семей всего распределено 9181 тонн муки гуманитарной помощи. Из них фонд государственного материального резерва 8181 тонн. Сегодня состоялось очередное заседание Республиканского штаба координации исполнения дорожной карты по реализации концепции цифровой трансформации страны, на котором были заслушаны итоги за первое полугодие страны. Так, в рамках данного проекта в Кыргызстане была запущена система электронного документооборота, что устранило излишки бюрократии и коррупции в том числе. Однако особое внимание было уделено дистанционному обучению, к которому в этом году пришлось прибегнуть из-за пандемии коронавируса. Как сказал Алмазбек Батырбеков, необходимо до начала учебного года обеспечить скоростной интернет в регионах, где учащиеся столкнулись с проблемами к доступу информации. Добавим, что первая четверть нового учебного года в школах пройдет дистанционно, но в некоторых регионах школы могут открыться, если эпидемиологическая ситуация улучшится. Незаконный оборот нелицензированной продукции остается одной из главных проблем кыргызской экономики. Тем временем в других странах ЕАЭС уже успешно применяется маркировка товаров, что значительно увеличило объемы налоговых поступлений от выведенных из тени средств. Теперь и Кыргызстан в их числе, в которых есть система маркировки. Правда, сейчас этот проект продвигается в пилотном режиме на добровольной основе. Вот перечень производимых или импортируемых товаров, надлежащих добровольной маркировке средствами идентификации. Первое – алкогольная продукция. Второе – табачные изделия. Третье – обувные товары. Наличие у каждого товара отдельного штрих-кода дает возможность получить полную информацию о продукции, что станет главным препятствием на пути контрабанды. Однако ранее средство цифровой идентификации не раз подвергалось критике, поэтому было принято решение увеличить сроки пилотного проекта по добровольной маркировке для того, чтобы увеличить эффективность внедряемого проекта. Постановлением правительства Кыргызской Республики от 17 июля текущего года сроки перехода на обязательную маркировку табачной продукции продлены до 1 октября, а алкогольной продукции до 1 ноября текущего года. Решение о переносе сроков принято в целях обеспечения последовательности проводимой налоговой политики в рамках фискализации налоговых процедур, а также в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в стране. Ранее Кыргызстан уже вводил маркировку на этот перечень товаров. Предприниматели начали выводить свою продукцию из тени, что оказало положительный эффект на сектор экономики. Однако с увеличением маркировок были также улучшены технологии по изготовлению фальшивых акцизных марок, что продолжило контрабандный ввоз товаров. Поэтому в Министерстве экономики работали над тем, чтобы создать уникальное средство цифровой идентификации. Маркировка товаров будет в виде дата-матриксов, это такой вид маркировки, и где будет каждый серийный номер, он будет уникальным. И подделать такие средства идентификации будет очень сложно. Тем не менее, эксперты выражают свои опасения, что еще одна попытка внедрения маркировок не даст особых результатов, если не учитывать прошлый опыт страны и не включить в разработку системы маркировки метод работы других стран. Самое главное в этом деле – исключить любые возможности подделки акцизных марок, говорят эксперты. В будущем мы можем спокойно работать, не бояться, что
всегда можно отследить. Службы эти, которые потом возложатся, они могут проверять это, и контрабанда тоже она выйдет наружу, то есть не будет этого всего. И эффективность, я еще раз говорю, показатель. Где-то мы до $2 миллиардов можем это из тени все это вытащить. А это очень большие суммы, да, особенно для Кыргызской республики. В Кыргызстане, согласно данным правительства, теневая экономика составляет 23%, но по оценкам независимых исследований оно может достигать до 29-37%. Поэтому внедрение цифровой маркировки поможет налоговой службе оценить полные масштабы объема товаров. Очевидно, что электронная маркировка, во-первых, поможет убрать контрабандные товары, а во-вторых, будет отслеживать доходы предприятий, что со временем выведет экономику страны из тени. Мерим Кубанычбек, Казыбек, Туркалыков, Новости Ушпери. В этом году Кыргызстан будет праздновать Курманайт непривычным способом. Разумеется, это связано с пандемией коронавируса. Так, Духовное управление мусульман страны приняло решение отменить молитву на площади в честь праздника. К тому же муфтият рекомендует не ходить друг к другу в гости, а отметить этот день в кругу своей семьи. Совет улемов решил провести Курманайт в таком формате из-за пандемии вируса. Мы также приостановили проведение пятничной молитвы, чтобы предотвратить скопление людей в одном месте. Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, муфтият просит верующих не собираться на Курманайт и не ходить в гости. Праздник надо провести дома. Прочитайте Коран и совершайте жертвоприношение в кругу семьи. Как отмечает ДУМК, жертву по правилам необходимо приносить только после айт-намаза. Однако в этом году его проводить не будут из соображений безопасности. Улемы отметили, что в ряде богословских книг про фатвы говорится, что в случае чрезвычайной ситуации, когда не удается провести намаз, скот можно резать с наступлением рассвета. Сами жители также поддерживают новые правила празднования священного дня, понимая масштабы угрозы массового скопления людей в одном месте. Мы каждый год в этот праздник совершали молитву на площади или в мечетях. Но такая ситуация, конечно, нам необходимо слушать правительство. Для того, чтобы в здравии отмечать следующие праздники, Курманайт мы все должны согласиться провести праздник дома, в кругу своей семьи. Конечно, мы все будем отмечать праздник дома. Сейчас небезопасно ходить на улице. Не то, что находиться в одном месте с сотнями людей в одно время. В день Курманайта в городе Ош будет принесено в жертву 100 голов скота. Такого рода мероприятия также проведут во всех уголках региона. И по традиции мясо скота будет распространено среди малоимущих и нуждающихся. Мы постараемся раздать мясо скота всем семьям, которые оказались в трудной ситуации. Сейчас вот многие мигранты, дабы оказать свою помощь, также отправляют нам средства, чтобы мы с помощью этих денег помогли нуждающимся. В этом году Кыргызстан празднует священный день Курманайт 31 июля. Как отмечают улемы, в этот день принято молиться и проводить время в кругу своей семьи, а также при возможности оказывать помощь нуждающимся. Мерим Кубанычбек, Азиза Нурланова, Новости Ушпери.